Торговый центр «Адамо». Представители Роспотребнадзора вместе с нашей съемочной группой посещают павильон крупной сети продаж мобильной техники. При входе есть табличка о соблюдении масочного режима. Антисептик также присутствует, однако персонал не в масках. Объясняют просто: пока посетителей нет, она не обязательна. Не смущает при этом количество уже вошедших в помещение людей. Маски так и не надели. А у вас почему нет сегодня? Я знаю, что это маска, это блеф какой-то. Смешно. Маска же вообще не защищает человека. В следующем павильоне меры безопасности соблюдают по такой же логике. Профилактическая атрибутика и средства обеззараживания есть, а вот маски надеваются только в качестве защиты от посетителей. Антисептик есть на столе стоит. Любой посетитель может зайти, обработать свои руки. А скажите, а почему вы без маски? У меня есть маска. О. Просто здесь нет людей, поэтому не требую. А вообще вы пускаете посетителей без масок? Ну, когда заходят посетители, вы обязательно ее одеваете. Да. Далее мы отправились в магазин ДНС. Буквально вчера наша съемочная бригада фиксировала ряд нарушений в этом павильоне. Как мы видим, необходимые разметки и надписи есть. На этом работа над ошибками закончилась, но подготовились за сутки теоретически. Теперь здесь заявляют, что персонал вакцинирован и маски им не нужны. Маска защищает других, а не тебя больше. При входе есть бесплатные маски для посетителей. Вот только дозатора с антисептиком не видно. Управляющий магазина заверил, что устройство сломалось. Антисептик на данный момент сейчас у нас сломан. Вот у нас вот эта вещь с контейнером. Жидкость не дополняем, потому что сломали. Сейчас заказали новый. Он как раз таки вот так вот будет установлен. Ну, а как долго надо будет ждать? Ну, ориентировочно где-то может 1-2 дня. Он уже заказан, просто едет. Если в проверенных точках продаж были предприняты хотя бы какие-то меры безопасности, то в этом подвальном магазине одежды факт пандемии просто проигнорировали. Сотрудникам Роспотребнадзора ничего не остается, как привлечь хозяев к административной ответственности. Тут нету вывески, без масок не входить, нету разметки. Продавцы, мы увидели, там покупатель ходил, продавцы без масок. Без раствора тоже нету. Поскольку всего этого нету, если бы мы вынуждены будем сделать административное дело, получается, и 6.3, часть 2 КоАП административное, придется нарушителей штрафовать. Магазин «Магнит» в Сунже. Вчера в одном из сетевых пунктов продаж наш корреспондент выявил массу недочетов и грубых нарушений. В этом павильоне все той же сети ситуация противоположная. Предупреждающая надпись о масочном режиме есть, так же, как и маски и антисептики для покупателей. Сотрудники также в масках. Перчатки, антисептик стоит. Есть оповещение, что без масок нельзя входить. На полуразметка есть сотрудники в масках. То есть в этом магазине... И что в продуктовом, что где вот косметику продают, мы видим, что люди соблюдают масочный режим. То есть люди в курсе, что надо соблюдать, что у нас идет подъем сейчас коронавируса. Поэтому мы только можем поблагодарить их за это. В крупных торговых центрах и местах массового скопления людей в Сунже необходимые меры предосторожности в основном соблюдают, за исключением мелких нарушений. А вот с масками сложнее. Сотрудники Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать все меры предосторожности при введенном режиме повышенной готовности в условиях эпидситуации. Каждый должен ответственно подходить к этому вопросу. Каждый должен знать, что у него есть дома семья, что у него дома есть там пожилые люди, то есть со всякими хроническими заболеваниями люди. Ну и думать об окружающих. Заведения, в которых меры предосторожности не соблюдены, будут подвергать штрафным санкциям вплоть до закрытия помещения, пока ограничительные меры не будут сняты. Идрис Эжиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.